вопросы, которые касаются образования как в Киргизии, так и в России. И совместное сотрудничество российско-киргизских отношений, но в первую очередь отношений, которые касаются именно образования. И с точки зрения программ образования, и с точки зрения выстраивания отношений, и с точки зрения современных тенденций образования. И поскольку идет разговор о развитии образования в современных условиях, можно только отметить, еще раз подтвердить, что это однозначно актуально для всех наших стран в рамках вообще глобализации образования. Мы с коллегами собрались для того, чтобы обсудить наше видение данных процессов, найти общие точки соприкосновения и обсудить пути решения, какие возникают как в сфере педагогического образования в целом, так и в частности, например, в дошкольном образовании, в подготовке учителей начальной школы, которые являются базовыми для продолжения ребенком всей своей жизни и обучения. Также и подготовки специалистов дефектологического профиля, которые позволяют детям поднять свои компенсаторные возможности. Да, но с точки зрения подготовки студентов, наш студент нуждается не только в новых знаниях и технологиях, но и в новых концепциях образования, которые бы позволили быть всем нам в единой среде не только обучения и воспитания, но и общей культуры быть успешными. Мы работаем с 75% школ по всему Кыргызстану и видим, насколько актуальна система подготовки, насколько актуально то, что, с какими знаниями, с какими навыками, компетенциями приходит выпускник вуза в школу. И очень надеемся на то, что вот такого рода конференции, семинары, профессиональный обмен опытом, он будет помогать развивать студента, выпускника вузов и колледжей, и профессорско-преподавательский состав самих вузов и колледжей, которые готовят этих студентов. Дефектологтарды даярдоодогу, аларды сапаттык түрдө окутуу процессине байланыштуу илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктары айтылды. Жана ошондой эле азыркы күндө Россия Федерацияда билим берүү мазмунунун жаңылануу боюнча маселелер каралды. Алардын ичинде билим берүү системасында кандай жаңылыктар болгондугу да белгиленди. Дагы да айтып кетсек, ошо баяндаманын ичинен математикалык билим берүүнүн мазмунунун жаңылоосуна да өзгөчө көңүл бурулган. Баалоо системасы азыркы күндө кандай инновациялык практикалар бар болгондугу боюнча да маалыматтар берилди. Бул иш-чарага 100-га жакын макалалар келип түштү. Бул макалалардын бардыгы тең Новосибирск мамлекеттик педагогикалык университетинин журналында жарык көрүп атат. Журнал 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүн бүгүн студенттер, мугалимдер, ошол конференциянын катышуучуларынын баары таанышты, колго алышты. Эми кийинки айда экинчи бөлүгү жарыкка чыгат да.